Ну что, всем привет! Сегодня последний день марта, 31 число. Смотрите, в Якутске все снегом занесло опять. Успею тут перейти, нет? Смотрите, улица Кирова, ателье «Силуэт». Все в этом снеге, все в этом снеге. Вчера только я ходил по лужам, грязь месил, проводы зимы у нас были. Я вот снимал проводы зимы в парке, проходили культуры и отдыха. Вроде бы уже все так как бы на лето уже настрой такой, на то, что будет тепло, а ничего подобного. Вот сегодня с утра и всю ночь мел, падал снег. Смотрите, сколько тут нападало опять. Этого уже все практически все растаяло. Вот такая вот погодка, такие сюрпризы природные. Холодно, то тепло, то все тает, то опять все замерзает. Ваш путь в креативе начинается здесь. Это тут какой-то колледж. Колледж креативных индустрий. Представляете, какой, кажется, у нас есть колледж креативных индустрий. Даже тут вывеска есть. Колледж креативных индустрий. Я даже и не знал. Слушайте, тут, наверное, они что-то творят своими руками. Гжель, кружева, палех, роспись, хохлома. Вон, видим, тут букеты какие-то у них там, поделки творческие, картины, вон олень. Не знаю, вам видно, не видно. Ну вот, да, то есть у кого... А тут такой рисунок. У кого вот эти вот зачатки есть к искусству, там любит рисовать, что-то руками делать своими. Вот улица Шевкунова, по-моему, вот это что ли? Инфекционный блок. Вот она вот так, сейчас она застроена. Ой, господи, у меня даже рука замерзает, вы представляете? То есть реально дубак начался. Если я в субботу ходил, и мне было не холодно, то сейчас у меня рука замерзает, мне прохладно. А я уже, знаете, уже настроился на весну, то что тепло. Уже куртку переодел даже. Вот, зря переодевал. Надо подольше ходить в теплом все-таки. У нас такой климат, остроконтинентальный климат, поэтому бывают тут резкие перепады температур. Что зимой там температура до 60 доходит минус, что летом до 35-40. Плюс, конечно, вот такие перепады. Но люди живут, люди стойкие, здесь приспособленные к таким условиям, конечно. Ну, а природа, вот, в частности, дома, они немножечко не выдерживают. Они начинают раньше ломаться, фундамент у них раньше начинает рушиться. Вот этих вот вещей всяких. Хотя сейчас, в принципе, научились строить на сваях качественно уже. И вот эти вот дома, они еще простоят очень долго. Лет 100, не меньше лет они, вот эти все дома простоят. Поэтому тут как даже в случае, если будет потепление,
климата, что идет сейчас. Тут остановка есть. Стадион Тулмада. Вот это проводы зимы проходили. Кто не смотрел репортаж с проводов, вот здесь вот. Смотрите его в предыдущих видео. Так, пожалуй, знаете что, я сейчас замерз уже, я зайду вот сюда вот в магазин и погреюсь. Называется этот магазин Ценокос. Типа низкие цены, ну не знаю. Сейчас бывают, пишут Ценокос там, оптовые там что-нибудь, оптом что-нибудь, а на самом деле заходишь, там цены там как везде. Ух, сейчас вот сюда зайду и вам панораму сделаю улицы Лермонтова в районе парка культуры и отдыха. У меня уже рука полностью замерзла. Мне придется вот идти, получается, и периодически заходить куда-то, чтобы погреться. Вот улица Лермонтова. Сейчас у нас уже 6 час вечера. Вон там видно, снег убирают. Так, зашел, слушайте, в Ценокос. И знаете что, они сократились. То есть у них тут раньше он туда он проходил, да? Магазин дальше. А сейчас там вот пусто. Вот видите, да? Пусто. А раньше вот и там был той рекреации, вот и везде были товары у них. Вот такую я хотел взять для духовки, чтобы пироги выпекать. Или такую вот. А где цены-то? Цен что-то не вижу совсем. Вот тут видите, да, все игрушки в перемешку. И хозтовары. Сейчас почем скотч-то у нас? 241 рубль без скидки. Со скидкой 204 рубля. Это большой толстый. Вот такие силиконовые есть. 500 рублей стоит форма. Доски разделочные продаются. Кстати, доску надо периодически менять, чтобы это чистая была. Она портится со временем. Так, а даже эти смесители есть. Смотрите-ка, интересно. Смесители. Это кухонные, по-моему. Что я? О, кому надо для этого? Для дачи. Это что у нас? Помидоры, да? Огурцы. Продаются. Так, далее фонарики. Смесители, лейки. Вот. Лейки. Мне надо, кстати, лейки. Хотя, с другой стороны, это рабочие. Смысла особо не вижу менять. Много, да, для этого. Для дачи, для выращивания растений всяких. Горшки есть. Посуда. Ну, они, да, ужались конкретно. Часы продаются. Прикольные. Ой, какой будильничек маленький, смотрите, прикольный. Сколько он стоит, интересно. На батарейке. Малюсенький.
тут разные товарные диски, да? Это что за зверюха? Это на дачу, да, такой? Новая фигура, коала. Так, ну тут еще что-то есть, да, у нас? Ну тут летит для дома все. Средства очистки, гигиены. Кружки продаются, чашки. Какая прикольная с этим, с кактусом, небольшая. Угу. Оригинальная посуда. Для дней рождения. Все, чтобы не покупать. Вернее, купили, так отметили и выкинули. Посуда всякая. Вот эти вот есть. Для продуктов. Кружка какая, смотрите. 400 рублей. Здоровенная. Тут куда-то на дачу, наверное, да? А вот это даже с этой крышкой. Так, ну понятно, ладно, все, выходим отсюда. Выходим. Короче, заходите. Для дома много тут товаров всяких. Слушайте, что-то мысль мне на второй этаж пошла. Тут тоже, видите, да? Закрытые магазины пустые. Сейчас пройдемся, посмотрим. Ситуация. Говорят, много закрылось магазинов. Глянем. Бегал. Ну тут акварель работает. Кстати, мне надо бумагу купить. Тут тоже... А, это акварель, да? Вот тут съехали. Люди, вот здесь офис пустой, да? Второй пустой. Тут работает, вот здесь пустой. Следующая зона работает, конечно. Здесь пустой, здесь пустой и там пустой. То есть все позакрывались. Большей частью. Здесь типа Икеи был магазин. И здесь тоже все закрыто. Представляете? Вот это трешак. Вот это реально кризис. Уж. Да уж, видите, да, сколько. Ну, Вальберес, Озон-то, они сейчас процветают. Какие-то фирмы, намного очень. Тут, наверное, треть закрылась. Или больше даже, 40%, наверное. Закрытых помещений. Скидка 50%. Аренда. Акварель, она пользуется спросом. Тут констовары для школы, учебы там и так далее. И там пусто. Тут магазин был. Тут пусто, да? А тут и есть еще. Что-то продают. Так, ладно, я в акварель зайду, посмотрите, мне там надо бумагу. Ну вот видите, да? Много очень закрылось. А раньше тут все было заполнено магазинами. И пустых мест не было. А сейчас где-то 30%, 40% закрытые магазины, все пустующие, даже 50% скидку аренды делают. Ну вот, что-то совсем непонятные дела творятся-то. Так, здесь что у нас? Местные товары. Пах 280 полтора литра. Кефир 110 литров. Не очень, молоко 160.
Весна, да? 50% скидки. Равно, да? То есть тоже 50%. Сливки. А тут мясо говядина, тут понятно. Пельмени 403 рубля. Что это? За пакетик? Или за килограмм? Ой. Да, что-то тоскливо совсем как-то. Погода такая тоскливая. Такая гнетущая, да, тоже. Молока такие, да еще сейчас зашел и расстроился. Так много магазинов не работает. Просто кошмар какой-то. Такое тут гололедище, ё-моё. Он еще снегом припорошенный. Вот он что-то убирает, трактор. Ух, ветерок еще поддувает. Да. Седенки, цветы. Цветы всегда покупали. Несмотря на цены, женщинам подарки делали. Всегда. Не работает. Ну тут еще торговый центр в этом Норд. Я уж боюсь даже заходить сюда. Тоже, наверное, пустующих много. Да, интересно, сколько будет еще этот снег идти. Валить этот снег. До завтра, если будет падать, то еще больше будет заснеженности в городе. Надо шипы одеть мне будет. Что-то как-то вообще ходить по льду неудобно. Как на коньках катаешься. Цветы, шоколад, это все тут тоже. Сколько, это же еще частный бизнес, по сути дела. Люди тут вкладывали деньги. Тут, похоже, шоколад работает, да? Хотя, похоже, работает, да? Такие площадя большие под магазины. Гастромаркет. Социальная аптека. Вот эта социальная аптека, я не знаю, там как это, социальная, да? Заходишь, а цены там иногда больше, выше, чем в обычной аптеке. Мне вот это, ну это как приманка, знаете, да? Идите, заходите, типа тут у нас подешевле, якобы социально. Не знаю, может для пенсионеров каких-то оказывают. Более по низким ценам продают. А вот этот дом стена 16 этажей на вечной мерзлоте. И у них двор, вот, смотрите, тут всегда заставлен транспортом, машинами. Дворик небольшой, по сути дела, да? Но 16 этажей, очень много квартир. И вот у них детская площадка. Вот так вот. То есть ребенку, чтобы дойти, надо вот через эти вот кучи машин проходить. И причем рядом дорога вот эта Лермонтова, которая постоянно загружена транспортом. Ой, тут еще не успели вот эту кучу вывести. Так, вон еще трактор. Ну, сейчас очищают город, потому что надо вывозить. Если не вывезут, то будет затоплен город, лужи будут большие и так далее. Поэтому стараются вывезти, конечно, все. Вот здесь идут здоровенный дом, он у меня даже в кадр не вылазит. И все время, когда здесь проходишь, здесь ветрюган какой-то жуткий. Вон доставка едет. Ветрюган жуткий. Смотрите, лед, снег и надо коньки. Вот этот ветер. Видать, вот это, вот она как парабола, да, вот это здание, но ветер
отталкивает. И вот здесь вот такой ветерган. Я тогда шел, у меня кепку сдуло. Все подряд сдуло, короче. Так, мне же надо хлеб купить. Слушайте, товарищи. Хлебушек надо подкупить. Вот эти люди чистят машины, потому что занесло их. Если вот с утра они приехали, даже, ну где, даже за час заметет уже транспорт. Так, кабан, папа. А вот там вот у нас есть фикс прайс, там хлеб не продают, да, точно не продают, смысла нет сюда. Вот здесь вот был магазин продуктовый. Жалко, конечно, что его тут нету. Сейчас тут что-то на какие-то медосмотры проходят. Когда-то тут был завод по ремонту телевизоров. И ну, электронную технику ремонтировали в советское время. Вот это, кстати, здание было как раз для этого и сделано. Для того, чтобы ремонтировать бытовую технику. Вот там холодильников, телевизоров, всякие радиолы, магнитолы и так далее. Делали все подряд здесь. А сейчас это где-то... Ну, сейчас уже смысла ремонтировать особо нету. Иногда смысл есть просто купить новую какую-то вещь, потому что в цене они стали дешевле, более доступнее, чем ремонт производить, поэтому меньше уменьшился, конечно. Заносит, да заносит все сильнее. Так, а куда я зайду? Да, мне, наверное, дорогу надо будет перейти вот там на светофоре. И я, наверное, вот в этот зайду еще Олимп. Торговый центр. Ой, какой ветер, а! Жуткий. Надо было поехать на автобусе, но я почему-то решил пешком пройтись. Я же специально решил пройтись пешком, поскольку снег идет, и вам хочу снять, показать, да, заснеженный в конце мартовский Якутск после проводов зимы. А зима не хочет уходить. Коллективная галерея Александра Габышева. Выставка, экспозиция. Приходите в УрГЭО арт-галерею. Смотрите на картины, кто любит, конечно. Вот он здесь находится, в этом доме. Торговый центр. Это я мимо этого дома все время прохожу. Его даже зимой облицовывали, слушайте. В мороз там минус 40 у нас было, и они лазили на этих стропах, на подъемниках, монтировали. Успевай. Ладно, я 100 раз показывал, не буду его показывать уже. Ой, холодно, слушайте, ой, холодно. Ну, я надеюсь, что завтра уже будет потеплее. Дело-то к лету. Дело к лету. Вот он, торговый центр Вавилон. Тут торговых центров. Вот здесь Вавилон. Вот там Олимп. Ну, по-моему, мне кажется, что все-таки чрезмерно вот этих торговых точек в Якутске столько не должно быть. Тут у нас жителей-то 350 тысяч, да, в Якутске. И столько магазинов, я не знаю. Лучше бы продуктовых открывали больше, допустим, как Магнит тот же самый, ввели бы, чтобы цены уронить. Тут цены высокие на продукты у нас. Так, а тут что как? Здесь
Здесь пустые. Тут, смотрите, тут вроде бы как все в магазинах, тут никто не выезжает сюда. Слушайте, может быть, тут аренда дешевая. Все тут нормально, на мази, смотрите. Тут тоже все везде. Все работает. Ни одного пустующего нету. Все нормально. Вон скидочки на одежду, пожалуйста, есть. Парикмахерская. О, солевая лампа. Мне так не надо лампу солевую, чтобы дышать. Кстати, это что у нас? Это магазин? Это медицинской техники какой-то. Слушайте, все закрыто. Все, вернее, все работает здесь. Вот якутская посуда. Какая красивая. Там парикмахерская. Ни одного нету помещения закрытого. Все работает. Вот здесь в павильоне. Хотя, смотрите, вот одно помещение здесь пустое. На весь этаж первый. Так, здесь у нас второй этаж еще есть. Здесь кондитерка, да, разная, да? Так, а тут еще посуда. Все тут продают. Вот сколько товаров всяких. Просто навались цветы. Вот тут зайти сюда. Тут все работает. Здесь вот 500 рублей есть. Птичка зеленая. Блин, товара сколько у них. Море. Так, на второй этаж еще попробую зайти. Там глянуть. Я, кстати, на второй этаж ни разу не ходил. Тут какие-то батарейки продают. Тортики. Ну, сейчас тортики, смотрите, маленькие такие. Что тут у нас? Открыт вот этот. А, это солярий, автозагар. Так. Зоомаркет работает. И попугай, смотрите, прикольно как. Зверюшек хоть. А это хомяки, да? Точно. Всякие зверюги. Ой, какие маленькие штучки. Кто это? Что это за звери? Они спят. Прикольно. Второй этаж от торгового центра Вавилон. Ой, тут сколько попугаев-то, а? Вот это да. Куча. Смотрите. Куча попугаев. Вот тут эти какие парочка сидит. Но я особо как бы не любитель дома разводить животных. Но так посмотреть на них прикольно, конечно. Смотрите, второй этаж идем. Тоже все работает, все магазины работают. Это тут это арендная цена какая-то достаточно выгодная по сравнению с другими местами. Вот идем, я пока ни одной закрытой не вижу ячейки, секции. Все работает. Макияж, очищение. Детская одежда здесь. Всякая спецодежда есть. Все работает. Шапки. Полки. Кстати, в туалет есть на втором этаже. Бебе.
Шарк, детская одежда, парфюмерия какая-то дорогая. Магазин мужской одежды работает. Вот эти у них фирменные тут это трусики фирменные, найковские, лакост, адидас. Пожалуйста, что хотите. Тут даже фильтр продают. Распродажа. Ателье, пошив. Слушайте, вообще шикарно работает. Ничего не закрыто, все работает. Это радует меня. Вот сколько магазинов, и все работает, кроме одной ячейки. Только одна ячейка закрыта. Так, выхожу. Смотрите, перекресток улицы Петра Алексеева и улицы Лермонтова. 6 вечера. Халва, финики, изюм, цукаты, чернослив, орехи. А здесь вот шаурмячная. Вот это вот, да? Шаурма по-английски. А что они убрали, кстати? Тут шаурма по-русски номер 1. Шаурма по-английски. Почему-то у нас же как бы англицизмы. Сколько она стоит-то? Шаурма 330 рублей, классика. Вот так вот. Классическая. Ну там с добавками, естественно, дороже. Слушайте, так погода. С другой стороны, воздух чище становится. Когда вот снег падает туда, воздух чище. О боже, 95 секунд не надо. 1,5 минуты стоять на этом перекрестке. Что, я вам немножко поснимать, смотрите. Кто живет, уехал там из Якутска. Смотрите вот на город. Что, как сейчас тут у нас 31 марта 2026 года ситуация. 6 вечера. Ветер еще дует. Люди пошли. Собачонка вон маленькая такая. Ё-моё, ей не холодно бегать по льду-то. Вот Волгобас, новый автобус, кстати. Волгобас, вот смотрите. Российские автобусы очень хорошие. В отличие, конечно, не знаю, на эти ругаются, на всякие там лады. А вот автобусы у нас они довольно хорошие и надежные. Кстати, в Якутске, может быть, магазины лучше все-таки иметь вот такие вот, чем доставка, потому что по доставке очень долго ждать приходится. Раньше, я не знаю, было неделя, да, там, а сейчас надо ждать дней 10, вот я вот заказываю, и то не факт, что в срок придет. У меня сейчас вот товар один, он уже, наверное, 3 недели уже идет. Это просто какой-то кошмар. Скоро уже месяц будет. Ну, единственное, что, конечно, вот если что-то такое редкое, да, его приходится 100% заказывать, как бы, да, то лучше в городе ты не найдешь 100%. А смысл заказывать там что-то такое, то, что обычно, да, широкого пользования, который продается в магазинах, вообще нет. На рынке у нас можно подойти, там сторговаться, вам скидочку сделают, если у вас уж так сложно с финансами, да, скидочку без проблем. Так что даже может даже дешевле, чем на маркетплейсах вот этих всех. И быстрее вы в тот же день можете купить